В Якутске на одну теплую автобусную остановку стало больше. Теперь жители и гости района Медцентр в комфортных условиях смогут укрыться от холода. Знаем, что круглый год сюда именно со всех уголков нашей республики приезжают наши жители. На базе новой остановки находится магазин местной продукции. Также она оборудована мониторами для отслеживания местоположения автобусов, камерами наблюдения за прибывающим общественным транспортом и кнопками быстрого реагирования для вызова полиции и пожарных. Как снаружи, так и внутри установлены скамейки для комфортного ожидания. В летнее время будут работать кондиционеры. Городской проект «Комфортная городская среда» продвинулась до нашего уже микрорайона. Я, как житель микрорайона Мерзводки, с особым удовлетворением отмечаю, что не только улучшилась и наша комфортная среда в нашем микрорайоне, но и открытие теплой автобусной остановки еще более стало приятным для нас событием. Но я думаю, что со временем улучшатся и дороги уже непосредственно до нашего института и до нашего микрорайона. Так что огромная благодарность всем, кто принимал участие в реализации этого проекта. Такие остановки впервые появились в Якутске в 2014 году в рамках социального проекта «Теплая автобусная остановка». Проект направлен на улучшение транспортного обеспечения жителей города. Данная остановка является 26-й в городе. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Несмотря на резкое ухудшение погодных условий, работы по строительству и капитальному ремонту дорог в Якутске не прекращаются. Так, например, сегодня на улице Ивана Орбиты перед укладкой асфальта подрядчики выполнили целый ряд мероприятий. В соответствии с методическими рекомендациями дорожники с помощью техники вычистили лед на щебне, убрали разрыхленный грунт и произвели россыпь нового щебня. Для того, чтобы обеспечить качественные стыки бордюра и асфальтобетонного покрытия, нанесли реагенты. Работы ведутся в строгом соответствии технологии, то есть основание оно прогрето, подготовлено. На данный момент бригада завершает работы по рассыпке и укатке нового слоя щебня. Второе звено идет по выдуванию из бордюра снега и приступаем уже к укладке сетки. Далее будут у нас проводиться асфальтобетонные работы. Мастер на участке будет постоянно замерять температуру смеси, которая приезжает с асфальтобетонного завода. И технадзор наш будет проверять количество проходов по данному новому асфальту. Получается, по методическим рекомендациям мы должны увеличить количество проходов катка по одному слою. Также должны обеспечить удобоукладываемость. Поэтому в асфальтобетонной смеси увеличена составляющая из битума и из минерального порошка, в соответствии с методическими рекомендациями. Сейчас на объекте трудятся сразу 3 звена рабочих и специализированной техники. Первое – это грейдер и каток. Второе – компрессор, с помощью которого дорожники очищают покрытие от грязи и снега. Еще 2 бригады занимаются укладкой асфальтового покрытия. При укладке асфальта гладковальцевые катки не используем, потому что холодные вальцы, они быстро остужают покрытие, поэтому на пневмоколесном ходу катки будут у нас. Согласно рекомендациям Росавтодора, класть асфальт можно при температуре до минус 10 градусов, а также во время дождя и снега. При этом количество осадков не должно превышать 5 миллиметров. Этих правил и специальные технологии придерживаются на всех ремонтируемых объектах в городе. Там, где, есть уже укатанность щебенчатого основания, мы меняем его на новую расклинцовку и кладем асфальт, чтобы было все без снега, без льда. За каждым ремонтируемым объектом закреплены специалисты технического надзора, которые выявляют те или иные нарушения при укладке асфальтобетонного покрытия. Также впервые применяется независимое лабораторное сопровождение. На участках производится отбор кернов проб. Первый этап лабораторных исследований длится 5 дней, второй – около 14. Как только подрядчик укладывает асфальт, приезжают представители ЕПНИСа совместно с ЛФО, они будут замерять керны, проверяют на степень уплотнения, на плотность асфальтобетонной смеси. Далее приезжают специалисты с ЛФО и ЕПНИСа, они проверяют ровность укладки.
асфальтобетонного покрытия. Если эти все параметры соблюдены, мы даем разрешение на укладку верхнего слоя. На сегодняшний день осталось закатать в асфальт 600 метров на улице Ларионова, 400 метров на улице Пилотов, 250 метров на улице Чайковского, 70 на улице Сооруна Амалона и небольшой участок на улице Ивана Орбиты. Работы по асфальтированию этих объектов планируют завершить к концу следующей недели. Кристина Ясинская, Спиридон Лопатин, Якутск ТВ. В окружной администрации состоялось заседание Координационного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики при главе города. На повестке вопросы по вывозу мусора и окончанию подготовки к запуску тепла в дома. Первой темой совещания стало то, как и в каком режиме проходит отопительный сезон на территории городского округа. С ней выступил руководитель службы эксплуатации городского хозяйства Аял Егинов. В настоящее время работы все завершены. По данным объектам, по данным управляющим компаниям направлены обращения в надзорные органы. Вы сами знаете, что ежедневно поступают заявки в единую диспетчерскую службу. Не осталось без внимания и организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов. Генеральный директор Якутской экосети Владислав Сазонов отметил некоторые из проблем с вывозом отходов. В частности, были озвучены крупногабаритный мусор, который не входит в тариф оператора, а также предприниматели, которые пользуются услугами сторонних организаций. В этом году после смены руководства в Якутской экосети уже был принят ряд мер в изменении структуры организации для улучшения ее работы, в том числе сокращение с 6 мест заместителей директора до 3. Работа по стабилизации ситуации с вывозом отходов продолжается. В принципе, стабилизировать автопарк. Сейчас мы имеем, с учетом, мы также вчера получили 4 единицы техники новой при поддержке группы ЖКХ. Также на собрании были высказаны предложения о том, как можно улучшить работу по вывозу мусора. Одни члены совета предложили создать условия для сдачи отходов на переработку от предпринимателей. Другие были настроены кардинально. Видели решение проблемы в лишении статуса оператора Якутской экосети. По итогам заседания было решено разработать дорожную карту, которая будет включать пересмотр тарифов, обустройство санитарных точек, закупку мусорных баков и другие мероприятия. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Специализированная мусоровозная техника для автопарка Якутской экосети была приобретена для стабилизации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов в городе с поддержкой ГУП ЖКХ Республики. Первая партия машин на базе КАМАЗ вышла в свой первый маршрут 27 сентября. Сегодня состоялась церемония передачи ключей от второй партии в количестве 4 единиц, в которой приняли участие руководство Якутской экосети, министр ЖКХ Дмитрий Садовников и генеральный директор ГУП ЖКХ Республики Виталий Чикачев. И, конечно же, сегодня большое событие, в том числе и для горожан, потому что благодаря прибытию новой техники заметно должно улучшиться предоставляемая данная услуга. Мы всячески поддерживаем предприятие экосети. Летом у нас было принято решение о смене руководства экосетей. Сегодня назначен и достаточно успешно уже работает новый руководитель, который сформировал и формирует, продолжать новую команду. Вместе с полученными в этом году 8 единицами техники в парке числится 19 машин для вывоза отходов. Водители работают в 2 смены с 5 часов утра до часу дня и с 2 часов дня до 10 вечера. За смену в среднем успевают вывести 160 мусорных баков. Работаю я с марта месяца этого года. Техника, в принципе, нормальная. Когда водитель нормальный, то и техника нормальная. Ну, сложности в каждой работе есть свои. Где-то подъезд плохой, где-то что-то. Ну, стараемся все равно, чтобы было все нормально. Новая специальная техника оснащена кабинами с учетом современных требований эргоэкономики и системой ГЛОНАСС, позволяющей контролировать маршрут машины. Из основных особенностей – высокая грузоподъемность, топливная экономичность и низкие эксплуатационные расходы. Ситуация в Якутской экосети непростая, все об этом знают, у всех это на устах. Но обновленный коллектив Якутской экосети принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать обстановку, в том числе и финансовую обстановку в учреждении. Мы ощущаем реальную поддержку профильного министерства, государственного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства республики, а также поддержку окружной администрации города по решению проблемы в городе, а также в центральной зоне в целом. Коллектив у нас обновленный, люди у нас работают самоотверженно, ударно.
Есть, конечно, шероховатости некоторые, особенно по окраинам. Ну, мы принимаем все меры, чтобы ситуацию исправить. Кроме города Якутска, якутская кассеть обслуживает Намский, Хангаласский, Горные районы и Жатай. Поэтому в мае следующего года в перспективе у компании получить 21 единицу специальной техники. Диана Кулманакова, Константин Корякин, Якутск ТВ. Жители и гости столицы. 13 октября в спортивном комплексе «Даксун» состоится самое яркое и ожидаемое событие этого года. Крупнейший фестиваль популярной культуры ЯКТ Гикфест. Вас ждут незабываемые эмоции, много интересных и ярких впечатлений. Подробности на страницах в соцсетях фестиваля ЯКТ Гикфест. Билеты уже в продаже. Окружная администрация города Якутска объявляет о начале приема заявок в Народный бюджет 2020. Народный бюджет – это поддержка народных инициатив, направленных на решение важных для города задач и вопросов. У вас есть идея по благоустройству столицы или проект по проведению культурных, социальных, спортивных и благотворительных мероприятий? Успей подать заявку на реализацию проекта до 1 ноября 2019 года. В аквариуме рыбы вдруг начали плеваться, хотя они могли бы прекрасно уживаться. Здесь норки есть у рыбок и чистая вода, а повод для улыбок отыщется всегда. Чего еще им надо? Не львы же они в клетке, и лучше нет награды, чем добрая соседка. Пусть поглядят однажды на жителей столицы, ведь разный труд у каждого, и возрасты, и лица, но дружат и смеются в Якутске нашим люди. На рыбок, что плюются, мы походить не будем. Всего лишь нужно сердцем своим согласие жить, и в год добрососедства не злиться, а дружить.